И у нас есть гости, у нас же есть вторая студия, Михаил. Да, у нас Давай есть же вторая представим студия, скорее. и там нас ждет Руслан Орехов. Кто у него сегодня в гостях, мы не знаем. Но в рамках проекта «Москва международная» это наверняка представители какого-то интересного народа. Руслан, ты там? Привет, Руслан. Да, я здесь. Здравствуйте, дорогие красивый друзья. цвет. Сегодня у нас в гостях кумыки. Это представители северокавказского тюркского народа. И, в общем, подробности будут потом. Давайте знакомиться, потому что, как сказать, не познакомившись, не пообщаешься. Итак, сегодня у нас в гостях Алексей Тададзе, юный танцор. Елизавета Инапшба, тоже танцор, девушка Нет, это не она. Вот тут нет, чуть-чуть в другую сторону. Вот предыдущее пустое место, девушка одевается, потому что девушке надо время, чтобы собраться, привести себя в должный вид. Показывали нам Фатму Джапар, певицу. Наида Атаева, руководитель хореографического ансамбля «Выше гор». Здравствуйте. Рамзан Алпаут, руководитель московской кумыкской организации «Кумуклар». Правильно я понял? Рамазан. Вот «Кумуклар» я правильно понял? Вот это вот. Угу. И Джамбул Канакбиев, менеджер по культурным проектам московской кумыкской организации «Кумуклар». Так. Серьезный какой сидит, да. Зита Татаева, менеджер по культурным массовым мероприятиям организации «Кумуклар». Здравствуйте. И Ума Ерсанаева, активистка московской кумыкской организации «Кумуклар». Вот все сегодня познакомились. Елизавета подойдет, когда будет готова. Ну, а мы, как всегда, уже по традиции, начинаем знакомство с песней. Вы готовы? Конечно. Да, тогда включайте микрофоны. Так. Вот. Да, один, включите. Ага, все. И 3, 4. Çığlık çığlık karşılardan karasam Görünmeysen ya yüreğim yarasan Yaralarım yanırtasan sen aman Şulaylıktan beni koyganın tamam. Спасибо. С этой песни совершенно ясно, что мне ясно, что там есть горы. Там есть горы и прекрасный вид с этих гор. Мне кажется, поэтому... там еще про девушку. И еще там про девушку. И там в горах где-то есть девушка. Наверняка принцесса. Я бы еще сказал, что, наверное, про дальнюю дорогу, потому что Чигых это обязательно что-то такое долгое. Это наши версии, вы сможете их опровергнуть или подтвердить, когда мы в следующий раз уже вернемся к нашим зрителям. У вас сегодня в гостях кумыки. И о чем была эта песня? Давайте сразу начнем. Рамазан, о чем была эта песня? Потому что наши версии, возможно, были не совсем точными. Да, я начну, наверное, с того, что мы не горцы. Нет. Да, мы равнинные, мы степняки. Мы, как представители тюркской культуры, являемся одновременно таким симбиозом степной и горской культуры, но мы обитаем в основном на равнинных территориях и в предгорьях. Поэтому... Ну, извините, если да. что. Нет, никаких проблем. Хорошо, тогда все-таки о чем песня? Песня о избитом горе молодого человека. Все-таки про любовь, да? Про любовь. Про любовь, да. Да. Ну что ж, тогда рассказывайте, откуда пошел кумыкский народ. Вот у нас есть видео «Село Тарки». Вот давайте все и рассказывайте по порядку. Да, Тарки – это Таргу по-кумыкски. Это, собственно, наш центр нашей культуры. Это исторический центр кумыков. Это бывшая столица Тарковского шамхальства. Это так называлось наше государство. Если говорить о том, откуда вообще произошли кумыки, это, наверное, для русскоязычного зрителя нужно преподносить немного другим способом. Давайте. Сказать, например, о том, что кумыки – это и есть современные хазары. Наверное, из школьного курса все знают, что такое Хазария, кто такие хазары. Да, это как сказать, Олег ходил, там что-то такое, с кем-то воевал все время. Да. Но кумыки – это не просто хазары, это наслоившийся на хазарский субстрат большое количество других этнических групп, например, половцев, которые также сыграли и в этногенезе русских определенную роль, так и у кумыков. Значит, половцы. То есть пополам половцев, половина нам, половина вам, да?
Да, наверное. Ну, почему-то больше половцами, наверное, все-таки остались мы. потому Ну, что хорошо, хорошо, У нас ладно. язык тюркский, половцы говорили на тюркском языке. И определенную часть кумыков составляют огузы. Определенные есть такое еще одно наслоение. Нет, Это секундочку, булгарское. теперь я уже начну задавать вопросы, потому что, да, тут это, значит, язык тюркский, да, то есть мы всегда спрашиваем, вы турков понимаете? Вот здесь очень... И очень... кого понимаете, вот так мы вот, и кто вас понимает? Мы понимаем и турков, и казахов, и азербайджанцев, и других тюрков. Дело в том, что кумыкский имеет очень-очень интересную особенность, в отличие от других тюркских языков. Он находится между подгруппами тюркскими. То есть огузская подгруппа, есть кыпчакская подгруппа. Так, Кумыкский я находится запоминаю, агузы, копчаки, так, Да, хорошо. огузы — это современные турки, азербайджанцы, гагаузы в Молдавии есть, это туркмены и так далее. Кыпчаки — это все, что вот, по сути, российские тюрки, там татары, башкиры, потом наши соседи казахи, это все кыпчаки. А вы между? А кумыки находятся между. И поэтому у нас есть такое хорошее преимущество. Турок с казахом друг друга не понимают, но мы и тех, и других понимаем. Хорошо. Окей. Ну ладно, хорошее преимущество, действительно. А все остальные молчат. Есть же еще, так сказать, где живут? Ну, потому что, ладно, есть село Тарки, исторический центр. Вот карта, да, это, ну, подождите, это весь Вот, Северный Кавказ. Да, все, что вот синего цвета с такой тамгой, да, это были территории, собственно, где мы сегодня проживаем. Это равнинный и предгорный Дагестан, это равнинная Чечня, это Моздокский район Северной Осетии, Алания. А также немного представлены в Ингушетии. Это Кумыкский театр. Кстати, Это где? Который где? он находится в Махачкале. Это, собственно, первый театр Махачкалы. Это главный театр То Махачкалы. есть, ну давайте сразу на чистоту. Махачкала это вырос из пригорода города Тарки, да. Потом пришли кумыки, все-таки спустились в Махачкалу и организовали там театр. Что еще дали кумыки Дагестану? Давайте еще кто-нибудь расскажет. Не, вы, наверное, все-таки должны знать Раскумыкский театр и Барят Мурадову, нашу великую, которая в прошлом году у нас здесь, в Москве, была выставка в честь ее юбилея, столетия. И это прекрасная актриса, которую знает не только Дагестан, не только наш Северный Кавказ, и вся Да, она в Россия. советских фильмах играла. Да. Хорошо, ладно, о знаменитых кумыках мы еще поговорим. Знаете, вот у меня еще такой вопрос, потому что, знаете, как сказать, когда там приходят какие-то иностранцы, с ними, так сказать, мы начинаем спрашивать, а вы из какого города, а вы из какого города? А вот у всех же есть какое-то, вот, знаете, какое-то место, откуда предки, родственники, У и где? нас мы есть западные, южные кумыки, мы есть северные Ну, прям по порядку, кумыки, да. вы. Я северная кумычка, я с Хасавюртовского района. Наш район, он достаточно огромный, и все почти села, которые находятся в этом районе, они все кумыкские. Да, именно я, вот, например, с села Батаюрт, Так, в котором последние годы своей жизни наш Ирчи Казак проживал последние свои годы жизни. Это классик кумыкской Да. поэзии. Хорошо, Ума, микрофон. Мы тоже с Хасавюрта, но моя историческая родина – это село Яхсай. Это где? Это тоже северная часть Кавказа, кумыков. Вот. С моей родины тоже очень много таких деятелей, которые... И все сразу начинают говорить, а у нас тоже, а вот это, да, есть такой момент, что а вот из нашего села вот, а в нашем селе вот, обязательно надо похвастаться кем-то. Просто Ума не может не похвастаться, потому что 80% кумыкской литературы – это ее село. Поэтому- Вот это, да? Литературный язык является, да. Хорошо. Продолжаем, да? Ну, я, собственно, тоже с Хасавюртовского района, селение Казмаул. А Хасавюртовский район это Чечня. Это, Дагестан, да? ну, преимущественно проживают кумыки в этом районе, поэтому у нас целые 3 Да вы, да, человека вот с я этого так района. понял, да, это, земляки собрались. Рамазан. Ну, я не земляк в этом смысле, потому что я не просто не из Дагестана, я из Чечни. Я из Гудермесского района. В Гудермесском районе, собственно,
дислоцируется самое главное Дислоцируется. кумыкское село в западной части вот, Кумыкской равнины. Собственно, я из Борагана, или Брагуны по-русски. Мы знамениты тем, что на днях Кадыров, кстати, про наше село упомянул, сказал, что у нас есть знаменитая психбольница. Поэтому... То есть туда он, да, всех, так сказать, собирается направить. Хорошо, я должен... Да, Елизавета. А Елизавета Инапшба к нам присоединился. Вот, красавица. Ведь не зря, долго, действительно, такую красоту надо наводить. Но, тем не менее, пока спрашиваем у взрослых. Наида, вы откуда? Ваша... Так, микрофон кто-нибудь тебя выключит? Здесь включу, да. Я с Буйнакского района, селение Нижний Казанище. У каждого, наверное, есть какое количество родственников остается вот где-то там на родине, вот если так прикинуть, потому что, так сказать, как правило, здесь в Москве, ну, какой-то, так сказать, 1, 2, 3 человека, а там вот много родственников за спиной? Конечно. Сколько? Очень много. Ну, приблизительно. Ну, так на пальцах не пересчитаешь. Вы спрашиваете у кавказцев, сколько у них И родственников? Фатма, Вы удивитесь, я не кумочка, я крымская татарка. как это получилось? Сейчас мы объясним все. Все объясним. Хорошо. Так, ребят, я пока не буду беспокоить, но вы, ребят, подключайтесь к разговору, если вдруг что-то будет сказать. Так сказать, Алексею было велено улыбаться, но я как раз разрешил ему быть самым серьезным, потому что он и одет серьезно, у него и кинжал, в конце концов, есть. Скажите, пожалуйста, как водичка и где лучше всего купаться у вас? Да, Рамазан Водичка у нас теплая, у нас все хорошо. Можно приехать в Избербаш, где есть источники. Избербаш это же не на море? Или это море, на море? это все Ну, потому что я-то был этим летом в Махачкале. Махачкале именно. Да, там теплая водичка. А есть еще какие? Ну, Махачкала это город. Каспийск, Избербаш, это все одна и та же сторона. Просто Избербаш это считается более такой курортное место, потому что там находятся все источники. Ага. А что за источники там? Термальные Что это? какие-то. Термальные или это пить можно? Что это? Не молодой человек, от чего лечит, короче, да? От всего. Да, от всего. Знаешь, Да. как странный вопрос. Опорно-двигательный аппарат, наверное. Это важно Твой очень. А что там на пляже? Там галечка, песочек, что это? Рамазан. Да, там песочек. На самом деле я впервые побывал в Избербашском, вот Карабудакенском районе, в Избербашском побережье только в этом году. Хотя я там сам тоже из побережья, можно сказать, но речного побережья, собственно. А вообще, в принципе, вот это может быть больше вопрос про Дагестан, но вообще, в принципе, а что посмотреть? Потому что я знаю исторические места, это Дербент, да, вот. А что еще? Обязательно нужно съездить в Тарки. Это вас сослаться, да, в случае чего? Естественно. Мы даже можем помочь, содействовать вам, чтобы вы поехали, увидели много чего интересного, исторические здания, наши так называемые шамхалы и их. А что это? Шамхал — это по-кумыкски, по сути, царь. Это наша монархия, которая существовала. Подождите, это люди, это еще есть какие-то? Нет, их уже нет. Мы все жили в Советском Союзе, мы знаем, что с ними произошло. Вот в этом смысле историю кумыкского народа очень напоминает. Давайте еще раз Тарки покажите, пожалуйста. Да, рассказывайте. Историю русского народа, потому что мы прошли примерно такие же этапы, и также мы потеряли свой шамхальский род, который был... Но, так сказать, в Тарках, да, там что-то, какие-то памятники остались, имеется в виду дворец, что-то в этом духе, дом? Да, там можно найти исторические здания, да. В принципе, Тарки само по себе это как памятник архитектуры. То есть вот вы можете наблюдать, там особая архитектура, она отличается от, например, Западной Кумыки, откуда я родом. Вот, собственно, можно увидеть какие-то надмогильные камни, они тоже очень интересные. Помимо Тарков есть, конечно, и другие места, и в Хасавюртовском районе. Например, вот откуда Зита родом, Ботаюрт, там похоронен классик кумыкской литературы Ерчи Казак. И ему же у нас в селе выложили памятник.
который был приурочен к его 180-летию. Это было, конечно, давно, лет уже 15 назад. Но это было грандиозное мероприятие, и для нашего села тоже это очень хорошее история. Потом есть теплые источники в моем селе, рядом с психбольницей, где, собственно, купался Петр I когда-то. Подожди, правда купался? А то у нас, знаете, сказать, везде, где либо Екатерина, либо Петр I. Нет, Петр действительно купался. У нас есть специальное место, которое называется Чанчеве. Оно находится прямо на хребте горном. И вот такой вот, как бассейн такой, и там выходит из... Это какие-то лечебные источники? Да, серные источники. Ага. Со всей страны приезжают туда. Помидоров, вот для твоего опорно-двигательного аппарата. А ты все купаться, песочек, галечка. Тебе вот эти вот серные источники уже пора. А почему для Галины можно устроить хороший шопинг в Хасавюрте, где можно найти все? Да, и для Галины, и для Елены, и Да, еще для много для многих кого. женщин, А еще для конечно. Анны Витальевны, нашего шеф-редактора, обязательно. Но скажите, а в какое время лучше всего приезжать? В какой месяц? С мая месяца. Микрофон только. В принципе, ты. Нет, он сейчас вы выключили, а сейчас включили, да? Июнь, наверное. Ну, май что, конец мая, да? Или уже в майские праздники можно? У нас же каникулы на майские обычно праздники с 1-го. Ну, смотря какие вы цели преследуете. Если вы хотите в Хасавюрте произвести шопинг, вы можете приехать и на майские праздники. Но если вы хотите... И познакомиться с людьми потом. С июня. С июня. Да. Хорошо. Скажите, да, и вот и как себя вести, потому что там, в общем-то, я видел, что много храмов в этом селе. Наверное, надо соблюдать определенные правила все-таки. И в одежде, и в Что поведение. говорить, что не говорить, куда заходить, как себя вести, как быть одетым, чтобы не бросаться в глаза и не обижать никого. Ну, наверное, правила приличия, они везде одинаковые. Ну, я не знаю, шорты летом, жарко. Это немного нетрадиционно для этого региона. Чуть-чуть. Да. В шортах и даже в бриджах не ходят мужчины. С голым торсом тоже не ходят. Девушки не обязательно прикрывать голову. Ну, обычно местные жители носят платки, я имею в виду женщины, а приезжие, они могут, в принципе, свободно одеваться, но в так, более или менее закрытом виде. Женщины у нас не носят брюки. Это тоже такой очень... То есть, в принципе, или, так сказать... Ну, здесь, наверное, в Москве носят... Наверное, руководитель кумыкской организации. Наверное, носит, но я не видел. Хорошо. А скажите, а вот, так сказать, как обращаться, как разговаривать? Вот я незнакомые люди, мне надо что-то спросить. Или я зашел там куда-то, где, так сказать, люди, так сказать, меня никто не знает. Ну, вот как правильно это сделать для того, чтобы, ну, так сказать, и правильно себя поставить, и никого не обидеть? У нас есть курсы кумыкского языка. Это слишком долго. Знаете, до мая не успеем, но тем не менее. Но, то есть, если подойти, как правильно задать вопрос, чтобы, так сказать, отправили в правильном, хорошем смысле этого слова по направлению, чтобы, так сказать, расположить к себе людей. Как вот... Я думаю, что прежде всего на «вы». Это тоже наша отличительная черта, потому что у народов, которые с нами соседствуют, у них в языке отсутствует форма на «вы», вежливая форма. А в кумыкском языке это такой краеугольный момент, то есть с чужим человеком, старшим человеком мы всегда обращаемся на «вы», и это очень такой важный момент, и я думаю, что прежде всего вот, на «вы», уважительно. А надо сначала с человеком поговорить. Вот мне надо спросить, где, например, там аптека, да, но мне надо сначала спросить, там, типа, здравствуйте, хорошая погода сегодня, как-то вот поговорить. Или можно сразу сказать, здравствуйте, пожалуйста, где аптека? Я думаю, что можно сразу переходить к делу, но собеседник вас все равно будет стимулировать, чтобы вы начали говорить... Пообщаться, да? За жизнь? Да. А о чем будут, как бы, что интересно? Вот, знаете, новый человек, что интересно? Как там в Москве, там, что Путин делает? Или откуда сам, как зовут? Или зачем приехал? Вот что, личный человек или вот какие-то новости? Да, все-таки, наверное, поинтересуются, приехали в гости, приехали просто посмотреть город, посмотреть сам весь район. Все
всегда, и знаете, есть такое, что вот надо вам помогут и найти аптеку, и купить, и сами за вас купят. Такая форма вежливости. Да. Да? По городу, да. Знаете, так сказать, это, конечно, приятно, когда о тебе заботятся, но всегда ведь вопрос, так сказать, тебе сделали добро, нужно что-то сделать в отместку, да, пока ты гость, это да. А потом надо сказать, там, ну, теперь приезжайте ко мне в Москву, я тоже вас покатаю, у нас постоим в пробках все вместе, Ну, наверное, это да. Это ваша форма вежливости, наверное, уже будет как бы пригласить в гости. А от чего я не смогу отказаться? То есть, вот мы с помидором вегетарианцы, да, ну, так сказать, если нам начнут, предлагают там шашлык, вот, от чистого сердца. Вот насколько я могу от этого отказаться, или это будет уже обидно? И от чего, в принципе, можно отказываться, от чего нельзя? Ну, я думаю, что кумыкская кухня, она изобилует огромным количеством и вегетарианских блюд. Есть, да? Да, то есть у нас есть вот блюда, похожие на пиццы, но без мяса, допустим, халпачуду, где внутри в виде начинки различные травы. Вот это уже хорошо. Ладно, сказать, ну, знаете, вот мы все разговариваем, а ведь у нас есть возможность послушать песни, да? Тогда, итак, я приглашаю к микрофону Фатму Джапар. Сейчас выходите. Так, давайте я вам помогу. Есть, да, найдете микрофон. Так, сейчас, да. Прежде чем будете петь, пару слов о себе. Как давно поете и о чем эта песня будет? Ну, о чем эта песня, я могу не говорить, потому что мы ее, в принципе, исполняли, первые куплеты вот этой это песни. вот о страданиях любви, да? Да, а теперь у вас есть возможность услышать ее полностью. Но если говорить о себе, пою я с детства, пою по большей части я фольклор. Вот недавно перешла со своего крымско-татарского на кумыкский фольклор, и не только. Вот, ну, наверное, давайте перейдем к песне. Давайте. Фатма Джапар. Karşılardan karasam görünmeysen ya yüreğim yarasan yaralarım yanırdasan sen aman şu elikta beni koyganım tamam yaralarım yanırdasan sen aman şu elikta beni koyganım tamam. Boşaysan gökgüdürçün bağa nasip olsun seni tapan ana güzelliğin ömür versin sağada seni bulan yaşamağa mağada güzelliğin ömür versin sağada seni bulan yaşamağa mağada. Suların inşağa boşamay bizge dostum şolay durma oşamay şu dünyada az nasibim var bulsa koyman dostum seni bulan yaşamak şu dünyada az nasibim var bulsa koyman dostum seni bulan yaşamak. Biz olmayız birbirisiz yaşama ne dersen bacarılmay göresen yüreğimden yolup seni taşlama ne dersen bacarılmay göresen yüreğimden yolup seni taşlama.
Джапар. Слушайте, важный вопрос. Я так понимаю, что песня о страданиях мужчины. Что она такого сделала, что столько куплетов он так мучился? Но он зажигательно мучился как-то все-таки. Зажигательно, да. Но все же. Вам слово, пожалуйста. Вы пели, вы рассказываете. Она его совсем бросила? Я думаю, что я расскажу, потому Давайте. что все-таки Давайте передадим слово Рамазану. она вообще она должна была быть исполнена мужчиной. Но так как у нас... Себе поет, да? Как ему? О Каково? своих страданиях, о том, что как он хотел, чтобы они были вместе, но, видимо, не судьба, и он желает ей счастья. Какой хороший человек. И не только ему, но и матери ее. Очень удачно, что женщина спела про мужские страдания, потому что мужчина, когда страдает, он должен молчать, во-первых, так. Искупая мужская слеза. Да, конечно. Конечно, Подождите, прекрасно. разве он не должен был, я вот так вот просто какие-то стереотипы, но разве не должен был завернуть ковер и просто увезти? Нет, это не кумыкский вариант. Не кумыкский, вот это вот. За это можно кровную месть заработать. Правда? То есть вот эти вот вопрос снимается, снимается. никто ничего не говорит. Но- Вопрос у нас такой есть еще традиционный, может быть, он кому-то покажется сухим. Но вообще, а сколько кумыков вообще в Дагестане, в Москве, в мире? Рамазан. Но в России нас около 600 тысяч. О, И мы один из народов, который показывает очень высокие темпы роста. Поэтому мы плодимся и размножаемся. Нас как будет это, очень много. вытаскиваете страну из демографической ямы. Да, благодаря нам, и не только нам, собственно, этот кризис демографический, он преодолевается страной. Из них большая часть находится в Дагестане, меньшая часть находится в Северной Осетии, Алании и в Чеченской Республике. В Дагестане сколько? Сейчас очень сложно сказать, Ну потому так, что плюс-минус. я думаю, что где-то 500 тысяч там. То есть больше, подавляющая часть Да, там. подавляющее большинство там находится. Это ничего не означает. Территориально мы занимаем, допустим, то меньшинство, которое вне Дагестана, оно занимает примерно такую же территорию, как все остальные. С запасом взяли, да? С видом на будущее. А в Москве сколько кумыков? В Москве, на самом деле, я бы не стал руководствоваться официальной статистикой. Я думаю, что где-то 10 тысяч кумыков в Москве, в московском регионе есть. У вас, вот это вот ваше сообщество, оно объединяет всех кумыков или какие-то наиболее активные? Мы смотрим на это следующим образом. На наши мероприятия приходят там где-то 500 человек. Угу. Даже если это один человек с каждой семьи, то это довольно большая цифра. То есть делегат, да? Да. Хорошо, но вот, сказать, как вы проводите время, как вы, так сказать, у вас же, как сказать, организация, кумыкская организация, значит, вы как-то поддерживаете культуру, связь между собой. Какие мероприятия, что происходит? Мы проводим кумыкские вечера, мы собираем активную Я вот сейчас себе кумыкскую помечу, молодежь кумыкский Москвы. вечер, вот просто вопрос, что это такое? Называется «Кумык кечеси», в переводе на русский «Кумыкский вечер». Угу. Так. Мы везде, где можем, презентуем кумыкский язык, кумыкскую историю, про историю народа рассказываем. Ну, а какие такие, я не знаю, самые яркие мероприятия, которые проходили? Да, одни из массовых мероприятий – это Берликтой, где мы собрали... Берликтой, как Берликтой, переводится? фестиваль единства. Это праздник тюрков Северного Кавказа и Крыма. Давайте на него посмотрим, а вы тогда расскажите, Да. а где это Здесь- происходило и когда это было? Это было Лето, в Московском доме национальностей. Мы собрали карачаево-балкарцев, нагайцев и крымцев. Крымских татар. Да, крымских татар. Здесь мы представили презентации каждого народа, были видеоролики, были викторины, конкурсы и танцы, традиционные танцы. обязательно. Да. Хорошо. Подождите, значит, это еще какие-нибудь мероприятия были? Да, конечно. Вот фотовыставка нашего талантливого фотографа Рашида Каирбекова. Здесь мы показали лица тюркской национальности и
Северного Кавказа и Крыма. А вот еще каждый раз мелькает вот на синем фоне такие вот, так сказать, как это, со звездой, как это называется? Это наш флаг, кумыкский флаг. То есть флаг вот эти вот организации 4 Ромова. вертикальных полосочки, на горизонтальные 3 звездочки, да? Или Да. 2 там, по-моему? 3 звездочки. Это кумыкский символ кумыков, да? Да, это Стилизованный вариант. Стилизованный вариант. Да. Хорошо. Так, а насколько сложно вообще вот как-то, не знаю, вот сохранять свою культуру, сохранять какие-то традиции, в том же самом язык детям давать в Москве? Потому что, понятное дело, когда ты в родном селе, когда все вокруг говорят, когда бабушки, дедушки, дяди, тети, в общем, все окружение, как сказать, на это работает. А вот в Москве ведь совсем другая культура получается, другое окружение. Да, конечно, в Москве это такой челлендж, да, для нас сохранить наш язык, передать его подрастающему поколению. Но пока еще мы с этим справляемся, потому что, я могу пример привести мою семью, мою родню. У меня племянники родились здесь, но до того момента, пока они пошли в садик, они не говорили на русском языке, они говорили только на кумыкском языке. С другой стороны, это тоже сложность для ребенка тогда в садике как-то находить. Нет? На самом деле, через месяц он освоил русский язык. Так или иначе, музыку языка он слышал по телевизору. Так или иначе, все равно в доме тоже говорят на русском языке. Поэтому это не стало большой проблемой. Мы прекрасно понимаем, что русским языком он будет владеть, но вот вопрос с родным языком в территориях нетрадиционного проживания кумыков, это, конечно, такой... А что, вот этот вопрос ко всем, а что говорят, когда, вот знаете, московские дети кумыки, да, приезжают там на лето или там на каникулы к бабушкам, дедушкам, что говорят старшие? Наида, можно уже включаться в разговор. Оруслар гельды. Так, русские пришли. Русские пришли, потому что, во-первых, плохо знают язык. Не все, конечно. Но специально их как раз-таки отправляют на лето, чтобы они научились своему национальному языку кумыкскому. И, естественно, обычаи и традиции. Потому что кумыки очень чтят свои обычаи, традиции, уважение к старшим, например. Элементарно даже просто, когда взрослые заходят, надо встать. Когда мужчина разговаривает, женщина должна молчать. Элементарно такие каноны, да, которые, в принципе, любой кумык или кумычка должны знать. И обязательно, конечно, национальный танец свой. Ловко подвели к национальному танцу. У меня вопрос, так сказать, к Алексею или Елизавете. А насколько владеете языком? Не владеет. Нет? Не владеет? Только танцем? Только Хорошо, танцем. Тогда будем, так сказать, придем скоро к танцу. А насколько сложно действительно, так сказать, ребенку тогда, московскому кумыку, как вы это сказали, по-русски приехали? Оруслар гельды. Еще раз? Оруслар гельды. Оруслар гельды. Вот этим русскому кумыку, так сказать, за лето его успевают сделать настоящим кумыком? Да. Потом, кстати, у нас бывают такие последствия постлетние, когда они приезжают, и они уже привыкли говорить на кумыкском языке. И первые месяцы в школе они начинают уже осваивать, не то чтобы осваивать, а адаптироваться к русскоязычной среде обратно. То есть постоянный такой переход с одной культуры на другую, с одного языка на другой. Хорошо. Такой вопрос, так сказать, мне кажется, очевидно, но тем не менее я его задам. Кумыки по вероисповеданию мусульмане, да, все? Да, мусульмане суннитского толка. Но в отличие от других тюркских народов, большинство кумыков придерживается шафиитского мазхаба. Это интерпретация, правовая школа в исламе. Все тюрки, в основном все тюрки ханафитского мазхаба, в том числе и мы, западные кумыки. Так. А остальные кумыки шафиитского мазхаба, и они
они вот этим отличаются. Сейчас вот такие какие-то, приоткрылась какая-то такая завеса, шифитский масхаб и какой? И ханафитский. И ханафитский масхаб. Значит, такая открылась, посмотрели, пометили себе, что надо бы выяснить, что это такое, и пока аккуратно закрыли. Хорошо, но если молодежь может только танцевать и не может говорить, может быть, уже пора и станцевать, но прежде я тогда попрошу Наиду, особенность кумыкского танца, вот в чем? Потому что, все, с точки зрения москвича, они достаточно одинаковы у всех народов Северного Кавказа. Кумыкский чем отличается? Я могу сказать одно, что как раз-таки кумыкский танец, он отличается от других народностей, которые проживают у нас в Дагестане. Вот кумыкский танец, это и есть дагестанская лезгинка, которая, в принципе, танцуют все другие национальности, те же аварцы или лезгины или даргинцы, танцуют на свадьбах именно кумыкскую лезгинку. То есть, значит, мы уже поняли, да, что кумыки основали Махачкалу, да, и еще дали Дагестану лезгинку, да, сейчас вот, если кто-то другие народы Дагестана, кто-то слышит, возражает? Конечно, я могу сказать, что мы, например, взять, кавказские другие танцы, схожи танцы с грузинами. Есть танец картули. Он ближе схож к этому танцу. Или взять, например, из Кавказского региона, северного региона, есть кабардинцы, которые танец исламы, тоже схож. Но я могу сказать одно, так как мы жили на равнине и соседствовали, вот что-то друг друга переняли. Но, в принципе, горские народы тоже взяли много чего и в музыке, и в пении, и в жанровом, да, в этих всяких инструментальных тоже взяли много у кумыков. Так что кумыкский танец, он богат разных, если смотреть, в разных районах танцевали по-разному. Взять, например, хасертовскую лезгинку, она такая быстрая, такая искрометная. Взять, например, буйнакскую лезгинку, она более мелодичная, более спокойная. Там девушка показывает всю свою красоту, нежность. Вот наши как раз-таки ученики могут показать вот как раз-таки хасаиртовскую лезгинку, где они показывают всю красоту кумыкского. И они обязательно покажут. Итак, осталось только объявить танец, который сейчас исполнят наши молодые танцоры. Наида, что это будет за танец? Это будет парный кумыкский танец хасертовская лезгинка. Какая? Хас называется, хасертовская лезгинка. Ну что, ребят, выходите, вам... А кто эти ребята, кто у вас занимается? Это ученики школы танца «Выше гор». Да. И кто у вас там занимается танцами? А у нас занимаются, знаете, разные национальности, не только кумыки, но и осетины, и грузины, и абхазы, и даже армяне. Да, даже армяне. Ну хорошо, тогда смотрим танец.
там, выходите на середину. Наида, расскажите о костюмах, которые одеты ребята? Пойдемте вместе, и вы все покажете и расскажете. Наида, вот вам микрофон. Ага, рассказывайте. Ну, в принципе, костюмы такие, да, кавказские, но вот есть какие-то особенности, вот расскажите об этом. Ну вот черкеска, да, вот мужской костюм, если начать с мужского костюма, вот кумыки одевались именно вот так. Угу. Черкеска это, в принципе, тюркского происхождения, да, и шилось оно именно из сукна. Это сейчас, конечно, здесь вот все красиво для сцены, это из-за атласа, да. И у кумыков обязательно, чем отличается от других этих костюмов, да, рукава черкесские должны быть длинные, как бы продолжение. Ну да, мы линии... видели такие костюмы, когда рукав вообще чуть ли не до пола. Да, продолжение линии как бы она дополняет, да. И плюс еще показывает мужественность, да, как бы. Ну, показывать мужественность еще надо стоять вот так, да? Конечно, вот Леша так и стоит. Да-да-да, мы видим. Обязательно должна быть папаха, потому что горец без папахи это не горец. Обязательно это должен быть кинжал. Само собой. Да. Он, в принципе, как бы кинжал держится на кожаном ремешке, он опоясывался поверх черкески, и должен быть бешмет. Бешмет это что? Это вот сзади он одевался, как бы, в принципе, можно его одевать. И спереди он, ну, тоже, когда вот были Кавказская война, в принципе, одевали на... Это вроде капюшона такого, да? Правильно, совершенно верно. Это вот ичиги обязательно. Сапоги. Сапоги, да, это обязательно. А если брать кумыкский костюм, женский костюм, это обязательно платье. Чем оно, в принципе, отличается от других, это именно длинное платье до пола. Да ладно, ну у всех длинные платья. Нет, не у всех, у других национальностей. У дагестанских народов нет. У других дагестанских народов нет длинных платьев. Да, это они до колен или шароварами такие платья. У кумыков именно вот такой вариант. Хорошо, ну, так. Это можно просто сказать тем, что кто жили на равнине, в принципе, они по горам не бегали, да, и вот, соответственно, длинные платья. Это обязательно головной убор. У горянки обязательно должен быть на голове головной убор. Ну, это платок или это что-то особенное должно быть? Да, это платок обычный, а вот у умы нашей, да, вот есть как раз-таки кумыкский тастар, тут как раз-таки одевают все кумычки. Это, ну, это косынка такая, ажурная косынка, правильно я понимаю? Да, это ажурная косыночка, которая очень, кстати, в Дагестане ценится очень дорогим. Не каждый может себе позволить. Это можно такие подарки делать? Даже нужно. Да, но это подарок кому? То есть вот если там в гости приходишь, можно такой подарить? Или это какому-то особенному человеку? Вообще-то это, конечно, если вы приедете, вы можете подарить, взять, купить. А так, в принципе, это можно... У нас дарят это, ставят колым девушке. То есть это уже ко многому обязывает? Конечно. Да, конечно. Дополнит насчет платка. Конечно. Вот, историческая родина моего платка, это опять родина моего, мое село Яхсай, где все женщины вяжут и издавна ручная вязка. Вот, а сейчас она стала еще более актуальна в современном виде. Вот, это, например, этот платок, который на мне связала моя тетя. То есть это ручная работа, это это не покупная? Работа, да, она во всем Дагестане, на Северном Кавказе славилась вот этот можно ли такой вопрос? А есть соревнования между мастерицами? Кто как свяжет, рисунок, материал? Ну, как бы соревнования... Ну, вот у меня вот такой платок, а у меня еще более такой платок. Выбиралась по типажу лица женщины, девушки, роста. Также даже есть посвященная песня этому платку. В этой песне говорится, рассказывается, что кумыки не давали свою девушку замуж, если ей в Колым не дадут этот платок. Настолько он был знаменит. Есть даже.
Как Вот, у в вас принципе, все непросто. хотела рассказать. Хорошо. А тогда, возвращаясь к костюму, чем еще есть какие-то особенности у женского костюма? Да, вот рукава у девушки здесь, в принципе, как бы не показано, да, в этом, это потому что сценически как бы на сцену, откидные рукава. Это должно быть, как бы здесь еще рукавчик такой должен быть этот. И, в принципе, обязательно серебряные какие-нибудь, да, вот поясочек, нагрудники. Это отдельно. Это украшение? Это элемент украшения? Да. Или это, знаете, как говорят, что вот эта вот женщина свое состояние носит на себе? Вот, и чем больше это, серебра. Чем больше, тем лучше. Да? Да, да. Вот каждый, в принципе, по возможности имели как бы нагрудники, это из серебра, это будут и драгоценные камни могли быть, это могут быть из золота. Ну, опять-таки, у каждого по-своему были, да. И обязательно косы. Это обязательно. Да? Да. И чем длиннее, тем лучше? Да. А вот самую длинную косу, которую видели, так сказать, я не знаю, вы знаете, я не знаю, до земли у кого-нибудь выросла, до колена, я не знаю. Ну, я видела. Да? Вот буквально недавно. Какая? Ну, не до колен, чуть ниже колен было. Это, ну, это Ну, вот это прям... Я, честно сказать, удивилась, когда увидела девушку, что до сих пор с такой косой ходит. Да? Да, То я есть, даже позавидовала ей. Вот я вот это хотел спросить, это красиво. Ну, имеется в виду, что вот это вот, так сказать, не просто какая-то такая, как это, прихоть женская, а вот это прям вот красиво, да? Да? Да. Хорошо, так сказать, это костюм девушки, а вот девушка выходит замуж, женские костюмы, какие там появляются отличия? Ну, отличие это опять-таки в цветах. Какие на какие меняются? Ну, опять-таки, если сейчас брать нашу современную, да, как бы свадьбы, ну, большинство сейчас, конечно, опять-таки возвращаются к национальному костюму. Раньше выходили все-таки в европейских. Сейчас вот именно вот, ну, можно сказать, мода пошла. И я очень рада, что, я, честно сказать, мне нравится, когда девушка выходит вот в таком обличье, нежели, как бы, ну, как бы сказать, немножечко в другом. Когда платочек на голове, когда вот... Хорошо, но вот вышла замуж, уже все, жена, хозяйка. Платок такой же или вот какое-то другое платье? Ну, естественно, платье это только на свадьбу. Ну, понятно, но все-таки вот в чем, так сказать, вот две молодые женщины, одна замужем, другая еще нет. Так сказать, в чем у них будет отличие в одежде? Да, в принципе, Обычно незамужняя женщина, вернее девушка, пока она студентка, например, она не носит платка. Да. А когда она выходит замуж, она носит обычно косынку. И поэтому можно понять, что это чья-то жена, а там девушка другая. То есть туда можно сватов, а сюда уже все. Опоздать. Ну что ж, большое спасибо. Давайте вернемся за стол. И раз уж мы начали говорить о свадьбах, давайте продолжим эту тему. Наида, давайте микрофон. Ага. Да, мне кажется, у нас главный атрибут в нашем танце отсутствовал, который у нас Салават забрал с собой. Да, кстати. Да, наш главный атрибут на свадьбе – это сюйдум таяк, палка любви в переводе. Так. Расскажу, что это самая отличительная черта нашего Ну народа. вот о таком не слышно. Микрофон вы выключили, да? Да, самое отличительное, что в нашем народе, вообще на всем Северном Кавказе, это признак того, что у нас символ того, что есть равноправие между мужчиной и женщиной. Если у всех остальных народов там, в Дагестане, во всем Северном Кавказе женщина не имеет права сама вызывать на танец мужчину, то у нас женщина... Может вызвать? Да, сама может вызвать на танец. А вот знаете, сейчас вернемся к свадьбе, может мужчина сказать, я сегодня не танцую, например? Или все, если вызвали, Это то уже будь будет, мужчина, иди танцуй. Нет, это уже неуважительное отношение, в первую очередь, к женщине. Он не имеет права отказывать. Нет? Я не видел такого, Да. чтобы мужчины отказывались, когда девушка... Глупо отказываться, в конце концов. Хорошо, а теперь давайте о, собственно, свадьбе. Так сказать, во-первых, самое первое, как знакомиться, понять, как сказать, можно ли на свидание приглашать девушку, нельзя, или как это сказать, кто там должны братья рядом стоять, как это все происходит. Надо же как-то пообщаться или не надо общаться, родители все решат и все организуют.
Пожалуйста. Но мне кажется, мы чуть-чуть отошли от того, что мы совсем не знали друг друга. Да, знакомят с друг другом. Знакомят. Знакомят, да. Да, частый случай, это когда, и даже в наше время, это когда знакомят. Происходит знакомство, тут может пройти, там будет одна встреча, там две встречи, и тогда уже и решается. Это под присмотром родни? Вся родня знает, что сегодня будет встреча, там еще раз будет встреча. А там молодым говорят, что мы вас знакомим на предмет, что, может быть, вы потом поженитесь. Или вот просто, пойдем в гости, там вот хорошие люди. Знаете, есть какие-то свои тонкости. Вот тонкости интересно, да. Встречах. Но кого там могут там девушки не рассказать, что пришли на смотрины. Посмотреть, да. На смотрины. А кого-то предупреждают, что сегодня придут на смотрины, вот девочкам это должна быть красиво. Постарайся уже, да? Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, а в каком возрасте происходит вот это знакомство подобное? Когда уже, да, надо уже жениться, замуж уходить. Не подсказывай, Орехов. Нет, почему? Что мне нравилось всегда у кумыков, то, что у нас не было никогда ранних браков. У нас было право того, что может девушка отучиться, получить образование и потом уже даже решить, когда ей выходить замуж. Извините, а разве это брак? Это же просто знакомство, типа помолвки? Это же можно и в 15 лет познакомиться. Так, нет? Нет, могут познакомить и в 13 лет, но это не помолвка, не сватовство. Сватовство это уже отдельная тема, к которой мы уже потом придем, потому что... Мы уже пришли к сватовству. Нет, я имею в виду, потом приходим в дом, девушки приходят сваты со стороны жениха. Но когда они пришли первый раз, то слово не дается. Они отдают вам девочку или нет. Они должны прийти и второй раз, только на третий раз говорится ответ «да» или «нет». А приходят каждый раз, пока они ходят, они должны как-то продемонстрировать свою материальную состоятельность. Да, как-то. То есть чем действительно пришли такие, да. Я вам открою такой секрет. У кумыков первый раз даже когда приходят, чай не пьют. Просто как? Пришли, пришли, рассказали о своих намерениях, что... Вот у нас товар, у вас товар, у нас давайте купец. Не будем, так что мы ассоциируем девушку с товаром. Это русская такая, так сказать, присказка. Хорошо, то есть у нас молодой человек, у вас... Да, мы бы хотели с вами породниться. Ага. Потом уже со стороны девушки дается ответ, что мы сегодня вам ничего не можем сказать, нужно поговорить с более взрослыми людьми. Это дедушки, бабушки, дяди и все, и приходите в другой день. То есть это некое просто официальное, так сказать... Да, о том, что да, есть такие намерения прийти к вам еще второй раз и третий раз. И сколько эта пауза длится между первым приходом и вторым? Вот сколько мы... Ума, да, что вы говорите? Я говорю, кому как повезет. А повезет это подольше или повезет это побыстрее? Ну, лучше, конечно, побыстрее. Все-таки. А может быть так, что, знаете, если давайте, девушка красивая, да, красавица, и претендентов несколько. Вот представьте. Несколько раз приходят? Нет, пришел один претендент, потом пришла команда от другого претендента, потом от третьего. Вот здесь как вообще все это организовано? Такое может быть, что могут одновременно... Несколько семей свататься, да? посвататься. И что тогда делают? Кому отдают предпочтение? Да, есть такое, что могут приходить несколько сватов одновременно. Тут уже решает, конечно, родня девушки, кому более... Родня, она как бы не так, что вот черта решает, она как бы рекомендует родителей. Вот мы бы хотели видеть себя в этой семье, вот мы знаем их предков. А есть, извините, по понятиям какие-то представления, что преимущество имеет, не знаю, более старший или более состоятельный из претендентов? Образованный. Рамазан. Я думаю, что кумыки это
это не только Махачкала, это не только танцы, которые дали дагестанским народам. Это еще и образование. Дело в том, что у кумыков это прямо такой культ образованности. В начале 20 века только 3 человека во всем Северном Кавказе имело европейское образование. Все 3 были кумыками. Они учились в Сорбоннах. И людей, которые окончили МГУ, очень много среди кумыков. И поэтому таким краеугольным моментом, мне кажется, является все-таки образованность. Вы знаете, раз уж вы заговорили про кумыков, ну, что вообще за люди кумыки, хотя мы уже перешли на свадьбу, мы тут немножечко тоже почитали, пока у нас была возможность, и вот ссылаясь на энциклопедию аж 19 века, сообщают, что кумыки склонны к созерцанию и философским рассуждениям. Ну, помимо всего прочего, вот такая особенность. Скажите, это насколько это правда? На самом деле это правда, потому что я вот общаюсь с разной молодежью в Москве, и, естественно, и с кумыкской. Среди кумыков очень много людей, которые пишут на кумыкском языке поэзию, в то время как среди других, допустим, кавказских народов я не встречаю так часто пишущих на родном языке, еще и стихи, чтобы писали. Поэтому кумыки действительно склонны к такому философскому отношению к жизни и созерцанию и так далее. Я думаю, что это является залогом того, что союз, который заключается на свадьбе, он будет очень долгим и прочным. Мы, кстати, можем сейчас, насколько я знаю, посмотреть, вот как выглядит свадьба. Конечно, да? Это, конечно. У нас есть я ролик? думаю, что наши зрители тоже. Давайте сразу от сватовства сразу переходим к свадьбе. Тогда, Рамазан, комментируйте. Это, кстати, традиционная свадьба в моем соседнем селении, Бамматюрте. Это Грозненский район Чеченской Республики. Как видите, свадьба проходит во дворе, а не в банкетном зале. Жених там отсутствует. Вот они приехали за невестой. Выкуп невесты производится. Дорого? Недешево. Недешево, да. Обычно там стоит какой-то парень молодой, который... А это вот они возвращаются, забрав невесту, и останавливаются где-нибудь в центре села или у входов, вот, где-нибудь в таком месте, где обычно люди собираются, и выводят невесту на танец. Это вот тоже. И за невестой едет, как правило, брат жениха, а не сам жених. Как я сказал, жених находится где-нибудь у соседей, он не показывается своим родителям и взрослым, и считается... А невесту приводят в дом, да? Да. Надо коснуться. Да, вот она 3 раза касается рамы двери. И вот сейчас она стоит в углу. И, собственно, целый день свадьбы невеста стоит в углу, жених сидит у соседей, а остальные все развлекаются. То есть для невесты это радостный день, но тяжелый и не особо праздничный, да? Она просто стоит. Хорошо. А что делает все это время жених? Интересно. Жених, у него стол у соседей, к нему приходят постоянно его друзья, его знакомые, его поздравляют. То есть, а у него праздник? У него праздник, да. Хорошо. Скажи, а когда же они все-таки встречаются и когда, так сказать, происходит вот этот союз заключается? Ну, в современных свадьбах они встречаются, как правило, уже глубокой ночью, когда взрослые уходят, и они могут себе позволить появиться среди молодежи, которая осталась на свадьбе. И там устраивается такой майдан и традиционные кумыкские танцы, которые мы сегодня... Хорошо, но невеста-то может хотя бы в этот момент присесть или потанцевать? В этот момент уже невеста вышла. Есть такая еще традиция, что ащугачукма. Это выводят на кухню, когда все, невеста снимает свое свадебное платье, одевает она уже становится хозяйкой. Да, она становится хозяйка. Мать жениха свои все полномочия отдает своей новой невестке. В этот момент дарятся невестке все подарки. В этот же момент есть еще очень прекрасный обычай развязывание языка, и когда невеста дает имена своим новым родственникам. Это,
я считаю, это очень прекрасный обычай, когда как мы сказали, что мы единственный народ, когда мы как взрослым не обращаемся по именам, ни дяде, ни тете. Тут мы даем имена от стара до млада. Да, всем новые родственникам, какие-то? да. Фиксированные Да. на самом деле. То есть ты точно знаешь, девушка точно знает, что начиная жить в этой семье, там, старшего брата своего мужа, она должна называть определенным именем. То есть она, так сказать, как бы, ну, это по большому счету она повторяет и фиксирует, что вот Да. к этому человеку вот обращаться будет так, Всю к этому жизнь. так, к И этому. так всю жизнь. Она по именам все, больше никогда в жизни не будет их называть. Вообще ни при каких обстоятельствах? Нет. Это на самом деле приводит часто к казусам, особенно когда мы живем в мультикультурной среде. Например, жена моего брата меня называет, если дословно перевести, а это такое имя, которое вот, младший брат мужа, значит, ему дают имя Аяулум, что означает «мой дорогой». И когда у нас бывают гости, которые не совсем понимают и знают эти... Они тоже начинают обращаться так же, да? Нет, они начинают спрашивать, а почему тебя так называют? И я потом говорю, ну так принято, а потом, а переведи, что это означает. Я говорю, дорогой мой, у них такие глаза, потому что они не совсем... Хорошо. А вот муж и жена друг к другу как обращаются? Не по имени. Тоже не по имени? Не по имени. Хорошо, как муж для жены, какое обращение? Практически местоимениями. Например? Да, я бы даже сказал, ну, обычно муж на людях говорит «Hey, Cotton», то есть «Эй, женщина». Хорошо, так, а она, если надо обратиться? «Эй, гищи» тоже «Эй, мужчина». Как это... Ну, это дословный перевод, вам кажется, таким... Да, дословный перевод, да. кажется. Нет, но я понимаю, что в этом какое-то отношение, да. Хорошо. Но это только между родственниками, а друзьям. Вот как мне вот к Помидорову обратиться мне? К другу. Есть или к нему я могу обратиться просто Михаил? А с друзьями тоже мы начинаем только общаться. Когда я сказала, есть обычай развязывания языка. У нас точно так же, как и в обычных традиционных во всех европейских свадьбах, есть свидетели, да? Тушкенную это свидетель у жениха, а башкудагыз это свидетельница у невесты. Вот когда мы выводим нашу невесту на кухню, вот тогда и приходят друзья жениха, и начинается вот долгий процесс развязывания языка. Называние «кто есть кто»? Нет, не «кто есть кто», она... Я могу даже привести пример. Недавно женился мой друг. Я поехал на свадьбу. Вечером мы поели хинкал после свадьбы. И потом я попросил у невесты воды. Это такой обычай. Она принесла мне такую литровую посудину. Я говорю, я столько не выпью, можно стакан воды? Мне приносят стакан воды. Я выпиваю воду, кладу туда деньги и говорю, с этого дня называй меня так-то. А это тоже по каким-то правилам составленное? Да. То есть она... То есть, по идее, можно понять, если кто-то к кому-то обращается, кто как относится к этому между собой. Да. Ох, непросто. Мне это очень нравится. Я, конечно, понимаю, что в нашем исполнении все равно мы не сможем точно воспроизвести, но, тем не менее, со всем уважением. Как я себе это представляю? Эй, женщина, принеси мне воды, пожалуйста. И можешь звать меня как хочешь после этого. Кстати, я хочу сказать, что вот когда был танец, нас внимательно смотрели наши зрители, и Серафим, наш постоянный зритель, расшифровал этот танец. Я вам скажу сейчас, понимаете? Значит, эй, я подарю тебе горы, я здоров, молод и так далее. Это значит мужчина. Говорит Алексей танцем. Выразил Алексей танцем. А ему, значит, прекрасная девушка отвечает: Елизавета. Эй, я такая изящная и хорошая хозяйка. И Серафим увидел, что это, в общем, фактически типовой разговор. Ну, какой же это типовой, Серафим? Ну, это же, посмотрите, как высоко парит мужчина, да? Как душевно танцует и девушка. как, да, она его вдохновляет. Конечно. Мы тут
я тут общаемся, да, вот немножечко в паузах. Я могу сказать, что слишком просто все Серафим расшифровал, потому что, как выясняется, у кумыков вообще ничего просто не делается, да? Общение строится, вот, да, мы уже узнали, что к родственникам не обращаются по именам, а есть специальные имена, вот, так сказать, как бы название для человека, да? А, так сказать, про детей, да, то, что, так сказать, с детьми на людях сдержано. Да. То есть ты не имеешь права на людях ласкать Ближе к микрофону. ласкать ребенка, брать его даже на руки. У нас бывают такие курьезные случаи, когда, допустим, проявляя уважение к старшим, проходящая мать с грудным ребенком просто кладет ребенка на землю до тех пор, пока старики не пройдут. То есть она таким образом показывает, что она на людях не проявляет своих чувств. То есть вот кумыки это сдержанный народ вообще такой, закрытый? Да. И, кстати, вот сейчас демонстрировали с неким акцентом, это тоже не актуально для нас, потому что... Да это Помидоров, он всегда такой акцент, он другого не знает просто. Он даже когда немцев изображает, у него такой же акцент. Дело в том, что тюркская и русская фонетика, они более или менее схожи, и поэтому это позволяет нам говорить без акцента. Ну, вообще, да, нету никакого, так сказать, различия фонетического. А скажите, ну вот все-таки еще, ну даже вот никаких там болеет, так сказать, плачет, это все равно, вот, так сказать, как сказать, сдержанность, такая отстраненность, правильно? Да, ну, на самом деле в кумыкском языке есть такая поговорка «баланы баласы балдан татли», что означает внук, он слаще меда. То есть все эти чувства, которые он не получает, допустим, на людях, он получает всегда от бабушки и дедушки. Бабушка и дедушка... А им уже все можно, бабушке и дедушке. Им, во-первых, все можно, и они здорово пользуются этим правом. Компенсируют, ладно. Но сначала есть одна, да, важная и интересная история, пожалуйста. Да. На самом деле, говоря о кумыках, мы не можем не упомянуть Абдулхакима Исмаилова, человека, который водрузил флаг над Рейхстагом, и как раз на фотографии Халдея изображен, собственно, вот на этой фото? Да, вот который придерживает солдата, это он. Вот, собственно, мы и отметили. Вот он. Поэтому это наша гордость. Мы сняли документальный фильм про него. Собственно, это отрывки из этого фильма. В еврейском музее достали оригинал этой фотографии. Да, это знаменитая фотография. Да, это он сам, собственно. Герой России. Да. Мы очень гордимся им, и это такой наш маркер современной нашей истории. Ну, действительно, да, герой. Ну что же, так сказать, ну, и в конце нашей программы, в конце нашего знакомства к столу Ума, вы, да, специалист по вопросам кумыкской, извините, кухни. Выходите, вот здесь вот лучше, да, идите, я вам сейчас дам микрофон, и будем все вместе пробовать. Так, и что у нас здесь? Ничего, то, что я к вам... Тоже хотите? Ну, конечно. Чем больше женщин готовит, тем вкуснее и обильней стол. Так, а что по порядку? Только вас не будет слышно. Хотите микрофоны вам тоже? Да, все. А еще говорят, что молчаливые женщины. Да нет, видим, что не особо. Итак, а что мы здесь видим? По порядку. Это моя, во-первых, любимая кумыкская кухня. Начнем тогда вот с завтрака. Это у нас кумыкский чай. Он готовится на травах. Туда добавляется молоко. А любители... А какие травы? Ну так, если не секрет. Да. Особый сорт чая. Да. Хотите попробовать, знаете, куда ехать. Так. Вот, используется он в основном утром на завтрак, а также у нас этот чай очень многие любят и в обед, и на ужин. Но это как раз вот такая вот степная история, да? Да. Он соленый. Он соленый? Соленый, туда добавляется еще черный перец. И также любители добавляют еще топленое масло. Ну, понятно. Вот. Так, вот это вот с отпечатками пальцев. Это халтама. Сейчас я халтама покажу называется. зрителям. Из кукурузной муки. Так, это вот тоже она. одно из традиционных блюд кумыков. Он варится на бульоне. Бульон
колбаса, То есть он мясной домашняя бульон, колбаса сушеная. В мясном бульоне, да? Да-да. А вот это вот колбаса. Вот, Так. собственно, на ее вот бульоне он не варится. То есть варится эта колбаса, остается бульон, Да, и там это вот... сушеная колбаса. Кумыки их сушат на зиму, эту колбасу. Используется зимой в основном. Чье да. мясо? Мясо, говядина, баранина. Говядина. И здесь несколько трав тоже. Вот. И опять секретные травы, да? Да. В микрофон. Так, к нему вот приправа Здесь также. все включено, вы говорите. Халтаме приправа. Приправа состоит из помидоров жареных домашних и также чеснок. Там То еще есть мой макаем секрет, там халтаму еще сюда. Что там? Там еще мой секрет: лук с зеленью. Так, вот так. И вот это так. Похоже на аджику, но Да, отличается. вообще это домашняя аджика, можно сказать. Только он готовится уже в свежем виде. Вот знаете, как и мне нравится, когда люди говорят, Сюда и когда бульон аджику называют добавляют. аджика, и они говорят, нет, это у нас не аджика, это у нас это все такое секрет. По аналогии это аджика. Хорошо, так. Так, одна из наших таких древнейших, самых таких излюбленных блюд — это наш чуду. Пирог. Он готовится... В микрофон. Нет, это чудо, он готовится именно на тонком тесте. А пирог это когда готовится на толстом Хорошо, тесте. от хычинов чем отличается? Он Похож похож. на балкарский вариант. Тонкий. Но у нас Да. лучше. Так, хорошо, балкарцы не могут сейчас ответить, поэтому остаемся. Что внутри? Мясо. А мне обещали чуду Кстати, с травами. Мясо маринуется, называется этот маринад ханс. Только и кумыки маринуют это мясо в этом маринаде. То есть это... То есть он придает кислинку, сочность мяса. Вот. Сюда зелень, лук. Так, Вот. Жарится в сухую, сверху масло. Или мне топлёное. обещали чуду с тыквой. травами. Ну, хотя бы с тыквой, тыквой. да? Вот это там, да? Так, тыква варится отдельно. Проходите. Сюда добавляется жареный лук до красноты, также... Это обычная еда или это какой-то, ну, как сказать, это повседневная еда или это, может быть, надо на праздник что-то? И на празднике, но и в то же время это и обычная еда. А если вот чуду, бывают какие-нибудь такие особенно торжественные чудо? Потому что я понимаю, что эти вот пирог, он такой распространенный. Вот если надо как-то отличиться хозяйке, то что будет? Нет, отличие в том, хозяйке будет, насколько это у нее получится хорошо, то есть вкусно просто надо и сделать вкусно, красиво, да? Хорошо. Понимаете, у нас каждый день как праздник. Понимаем, да. Теперь понимаем. Хорошо. Похоже на это, аналогично чак-чаку. Это наш иляу гальва по-кумыкски. Как? Иляу гальва называется. Ага. Также иляу гальва еще используется, когда вот едут за невестой. Обязательно вот как подарок. Да, и также и выманивает ее, да, вот Но этим? он, да, не в такой маленький, он должен быть огромный. Чем больше, тем Ну, лучше. огромный сколько? Вот, Но я не это знаю. может быть, да, на подносе, на огромном, он может быть несколько этажей. Вот столько. Вот столько может быть. 6-7 килограмм, А да. это остается вместо невесты, да? То есть дочку забрали, а вот это... Ну, это угощение для родственников невесты. Ну, чтобы было им чем как-то заняться. Сладостью, ну, все такое. Хорошо. А тут я заметил изюм, потому что там в татарском тоже- чак-чаке там это таких штук. Это тоже как бы декор. Ну так. Еще орехи можно, Да, грецкие. орехи можно. Да, хорошо. Из орехов это- Что-то похожее на пельмени, простите, я... Это курзе, это емыртха курзе называется. Это курзе из яичек. Из чего? Яйца. Яйца. Ага, Да. так. Как раз таки это именно кумыкское блюдо, которое делают только кумыки, готовят кумыки. Кто делает просто на яйцах, кто делает зажарку в виде лук, зелень. Ну, там сейчас приправ. зелень присутствует. Да. Лук, зеленый лук, зелень, петрушка, укроп, все, что нужно. Значит, но основной ингредиент это яйца. яйца, да. Яйца. Хорошо. Так, а это сладости уже Да, какие-то? это унгальва называется. Его готовят... Вот это вот? Да, да. Его готовят, да, тоже, кстати, только кумыки. И его не Мука все жарится умеют на готовить, топленом да. масле. И вот белая именно, она жарится на топленом масле, потом он собирается. А вот которая красная, сюда добавляется арбузный мед. Арбузный мед? В перевод, да, перевод на русский, это арбузный мед. Арбузный мед — это
экопродукт, он сюда Это не- мед или это что-то из арбуза? Сок арбуза, он варится. Это Ох все ты. Сюда ничего кожуру, да, абсолютно все не добавляется. Вот Я этот, уже хочу это попробовать. Да, но нам пока нельзя, потому что нам надо еще поговорить. И вот этот пирог. Это пирог из орехов. А, вот эти прослойки, Да. это орехи, ага. Здесь тесто тоже очень такое вкусное, своеобразное, сладкое. Но это тоже одно из наших таких И компот торжественных блюд. Компот. абрикосовый. Тоже подчеркиваем, что как бы кумыки тоже готовят. Компот из кураги, сушеная курага. Ну, здесь тоже больше всего их используют на торжество, там, на всякие наши праздники. Знаете, чего вы не привезли? Не принесли. Вы знаете, чего Я вы уже не... слышала, что вы ели наш кумыкский хинкал, который... Я пробовал да, хинкал, да, это отличалось, потому что значит, есть грузинские хинкали, есть- это такие большие. Да, есть хинкал аварский, лезгинский, И я шел в гости, латский. мне говорили, будем кушать хинкалы, это прям такая вкуснотища, и вот это обязательно, кумыки как собираются, едят хинкалы. Ну хорошо, я рад, сказал я, а это оказались просто такие вот, ну, такое тонкое тонко тесто, вареное раскатанное тонкое тесто. да. Но он больше схож, знаете, с казахским пешпарма. Но у нас отличие в чем? Есть, мы подаем тесто отдельно, подаем бульон отдельно, подается соус отдельно и мясо отдельно. А у казахов это все варится в одной кастрюле и подается в одном подносе. Мгм, хорошо. Хинкал, вот последний вопрос. Это какой-то, как сказать, это ритуал? Еще главное, новая невеста, она должна уметь готовить хорошо хинкал. Ну, понятное дело, потому что иначе она вообще... Зачем она такая нужна, если она не умеет готовить? Хорошо. Значит, я пользуюсь служебным положением, налью себе компоту. Спасибо, девушке. Давайте вернемся на место. И пришло время, к сожалению, прощаться. Сейчас я еще раз представлю всех наших гостей, и мы сможем услышать еще одну песню. Так, все вернулись. Итак, сегодня у нас в гостях юные танцоры Алексей Тададзе и Елизавета Иншпа. Фатма Джапар, певица. Наида Атаева, руководитель хореографического ансамбля «Выше гор». Спасибо за ваше творчество и за рассказ про танцы был такой горячий. Рамазан Алпаут, руководитель московской кумыкской организации «Кумуклар». Джамбул Канакбиев, менеджер по мультимедийным проектам московской кумыкской организации «Кумуклар». Зита Татаева, менеджер по культурно-массовым мероприятиям московской кумыкской организации. И Ума Ерсанаева, активистка московской кумыкской организации. Вам большое спасибо за вот этот вот стол, который не пропадет, будьте уверены. Ну что же, а теперь, ну как, завершаем. Начали с песни и завершаем песней. Фатма, пожалуйста. Фатма Джапар. Кстати, песня не только на кумыкском языке, а по ходу песни она будет переходить с кумыкского на нагайский, с нагайского на карачаево-балкарский, с карачаево-балкарского на крымско-татарский. И в конце это превратится в один язык. Здорово. Пожалуйста. Nedirin tatlı alamda ana sütten özge adamga ana dili biz tugul mu yürekte söz olur mu nence köpatı bolsa da ana dilim cıldızlay canadı beni canıma pek yoktu senge de alamat boluktu ne ait bağa söyledim bu dilde bir görgeledim başlayımız yırlamağa bir dilde ağlamağa ana dilim sen yaşa suyum
большое спасибо. Мы говорим спасибо нашим дорогим кумыкским гостям. Мы говорим спасибо Руслану Орехову,